Партия «Патриоты России» прошла нелегкий десятилетний путь развития. За эти годы «Патриоты России» с 34-го места поднялись на 5-е место. И сегодня мы можем сказать, что партия «Патриоты России» состоялась как независимая партия ответственной позиции. Мы становимся свидетелями того, как, несмотря на меняющийся мир и роль в нем России, Соединенные Штаты Америки и их западные союзники всеми возможными способами стараются сохранить старый мировой порядок, где центр принятия решений по-прежнему единственный. По России наносятся экономические и политические удары, призванные поставить ее на место, но на котором ее хотят видеть только Соединенные Штаты Америки и ряд других западных стран. Конечно, партия «Патриоты России» поддерживает инициативы и практические шаги, предпринимаемые на международной арене президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в борьбе против однополярного мира, меры, направленные на отстаивание национальных государственных интересов Российской Федерации. России нужно определяться, и она может противостоять западной мощи. Динамическое социально-экономическое развитие опережающими темпами. Национальный прорыв, буквально взрыв науки и технологий. Но, к глубокому нашему сожалению, сегодня наблюдается разрыв между тем, что делает руководство страны на международной арене, и реальными социально-экономическими и политическими положениями внутри страны. Что в этой ситуации делает российское правительство? Оно начало перекладывать эти проблемы на провалы своей внутренней политики на плечи граждан. Правительство понимает, что не может развивать экономику, выполнять обязательства, и тогда она прибегает просто к перекладке своих проблем на плечи простых граждан. Давайте посмотрим на налоги, на имущество, на землю, на капитальный ремонт, на налоги, которые облагаются бизнес и которые закрываются с катастрофической скоростью, на увеличение штрафов по всем направлениям, на платные парковки. Берут за все. Скоро будем платить за воздух. И очень похоже, что такая атака правительства на граждан Российской Федерации, на юридические лица, с тем, чтобы залатать дыры в бюджете и провалы в своей работе, будет только нарастать. В чем причина такого положения дел? Первая причина – низкая эффективность государственного управления на всех уровнях и во всех сферах жизни государства и общества. Уровень качества управления всеми нами дошел до такой немыслимо низкой черты, за которой начинается социальный взрыв. Вторая причина – в стране нет ни стратегии, ни тактики развития. Спросите, куда идет Россия? Что будет через 5-10 лет? Какую экономику мы хотим иметь? Что в ней будет с сердцевиной? Мы будем выпускать роботов или производить продукты питания? А какой будет политическая система? Такая же, как сейчас. Кого назначил, тот в системе. Какой закон захотел, такой и принял. И третья причина – колоссальный кадровый застой. Партия «Патриоты России» не может согласиться с тем, что российское правительство в этот тяжелый момент решает свои проблемы за счет кошельков граждан. Предложение «Патриотов России». Что партия предлагает на сегодняшний день? Мы не устаем повторять, что партия «Патриоты России» уже предложила всему российскому обществу стратегический ориентир. Россия – страна номер один. Ведущая мировая держава. Одна из вершин многополярного мира. Мы предложили стратегию развития страны, стратегию нового государства и общества. Любому гражданину понятно, что в ближайшие 20-30 лет государственное устройство России, ее политическая, экономическая, правовая система изменяется. Значит, надо формировать новые модели. Патриоты России предложили обществу идеологию патриотизма, которая может объединить людей с коммунистическими, социал-демократическими, любыми другими взглядами. Мы предложили национальную идею, национальный прорыв, показали, что нужно делать, чтобы двигаться не из кризиса в кризис, а совершить мощный рывок. Мы предложили обществу новую идеологию, способную объединить максимальное число наших граждан, идеологию патриотизма, которую понимаем не только как любовь к родине. Патриотами мы считаем людей, которые выражают национально-государственные и народные интересы, активно участвуют в жизни страны и меняют ее к лучшему. Наша основная задача на ближайшие годы – усилить работу по работе с подрастающими поколениями молодежи, принадлежащей различным конфессиям и религиозным течениям. Все это мы должны делать для того, чтобы наши дети не стали жертвой вербовщиков различных террористических организаций, таких как запрещенные в России организации «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Здесь главное не упустить момент, не дойти до той точки. Патриотическое воспитание – это не только песни и пляски.
и изучение истории, это и изучение истории государства российского, истории победы, поражений, изучение культуры общения, то есть получение знаний о государстве, о людях, которые много сделали для России, о местах воинской славы. Самый главный результат патриотической деятельности – готовность человека и гражданина совершать патриотические поступки. И это не просто громкие слова. Коми-региональное отделение политической партии «Патриоты России» уже не первый год проводит различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это и уроки мужества, которые проходят совместно с УФСИН Республики Коми. Также в течение 6 лет ежедневно проводятся на образовательных учреждениях детские представления, направленные на снижение детского травматизма на дорогах, пропаганду противопожарной безопасности, здорового образа жизни и духовно-нравственного воспитания детей. Мы готовы предоставить от нашей партии наш план мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи для рассмотрения и включения в республиканскую программу. Сегодня партия «Патриоты России» по объективным показателям активности и политической деятельности является 5-й партией в стране после 4 парламентских и 1-й среди непарламентских партий. В связи с этим Коми-региональное отделение политической партии «Патриоты России» выходит в Государственный совет Республики Коми с инициативой создания Совета непарламентских партий. Совет должен стать не только площадкой для общения представителей непарламентских партий с Государственным Советом, но и для их диалога с исполнительной властью. Совет непарламентских партий как площадка должна быть открыта для всех зарегистрированных политических партий. В центре работы Совета прежде всего должны быть вопросы диалога партии с органами власти, участие в выборах, участие в законотворческом процессе, через экспертизу законопроектов, мониторинг правоприменения. Наша инициатива уже обсуждалась с некоторыми лидерами региональных отделений политических партий, непарламентских, и нашла поддержку в некоторых из них. Почти в каждом регионе Российской Федерации действуют такие советы непарламентских партий под руководством политической партии «Патриоты России». Спасибо. И довольно эффективно. И сегодня мы обращаемся к председателю Госсовета Республики Коми поддержать данную инициативу. Спасибо за выступление, Андрей Михайлович. Спасибо.